Здравствуйте, коллеги! На связи Валентин Коптилкин, и это обзор валютного рынка от компании Forex.in. Данные от американского рынка труда, опубликованные в минувшую пятницу, превзошли даже самые смелые ожидания. Однако крупные цифры не смогли до конца убедить участников рынка в намерении ФРС приступить к сворачиванию стимулирующей политики уже в декабре. Более весомым аргументом могли бы послужить намеки на подобные действия со стороны руководства Центробанка. Пара евро-доллар продолжает попытки закрепиться выше уровня 1.37. В случае, если быкам не удастся развить успех, можно ожидать начала нисходящего движения до отметки 1.3590. Сегодня в 21:15 по московскому времени с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Его выступление будет особо интересно в преддверии выхода данных по ВВП Великобритании, публикация которых назначена на завтра в 19:00 по Москве. Пара фунт-доллар продолжает консолидироваться в ожидании нового импульса роста на перекрытие максимума в районе 1.6450. Драйвером для этого движения может послужить как раз-таки новостной фон из Великобритании. Данные по ВВП Японии за третий квартал оказались хуже ожиданий. Однако они не смогли послужить стимулом к продажам иены, так как от Банка Японии поступил тревожный сигнал о том, что в ближайшие полгода японское правительство не планирует усиливать стимулирующие меры. Пара доллар-иена продолжает восходящее движение, начавшееся в пятницу. Сейчас главная задача для быков – это закрепление выше уровня 103,50. Однако на данной отметке расположен мощный уровень сопротивления, по достижению которого можно ожидать коррекции с целью на 102. Американская макростатистика не смогла значительно сдвинуть рынок золота в минувшую пятницу, если не считать двух шипов, которые наверняка стали для многих причиной убытков. По золоту сохраняется нисходящий тренд, продавцы стремятся к достижению уровня $1200 за тройскую унцию. Коллеги, если мои видео вам помогают, подписывайтесь на канал и оставляйте в комментариях вопросы на интересующие вас темы. Будем искать на них ответы вместе. Ну а пока я желаю вам успешной торговли. Всего доброго, до связи.